Здравствуйте! На Первом национальном телеканале «Осетия и Рыштон» проект о людях и для людей. Гости эфира – самые разные герои. Те, кто оставил свой неизгладимый след в истории, культуре и общественной жизни Осетии. Те, кто составляет ее гордость сейчас и будет прославлять дальше. Надеемся, в нашем проекте каждый будет себя чувствовать легко и непринужденно в своем кругу. Его называют осетинским Аленом Делоном. Каждый показ художественного фильма с его участием становился событием. Особенно их ждала прекрасная половина зрителей. «Мужское самолюбие», «Дезертир», «Буйный терек», множество театральных работ. Его героям, даже отрицательным, всегда верили и сопереживали. А актерская многогранность и мужская привлекательность сделала его одним из любимых артистов поколения. Сегодня в своем кругу отмечаем юбилей народного артиста Республики Северная Осетия Алания Валерия Царева. Ты отвечаешь, ты и работай. Ребята! Казбек! А ну вернитесь! Если ты такой вежливый, сам коси! Да вы меня не так поняли! Вернитесь! Да мы правильно тебя поняли! Майырбек Курманович! Это возмутительно! Что случилось? Я не привык к подобным дурацким шуткам. У меня полно дела, я не могу уехать. Только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. Откуда это? Из ящика. Разбился, когда грузил. Я прихватил с собой патроны до винтовок штук 30. Там они нужнее. Но! Стой! Кто такие? Бимболат Тагуров. Сын полковника Тагурова? Да. А это кто? Моя невеста. Что везете? Да так, домашний скарб. Счастливого пути. Спасибо. Но. Не заблудитесь. Валерий Заурбекович, от нашей телекомпании поздравляем вас с юбилеем. Спасибо, что вы у нас есть. Спасибо. Наверное, вот за все существование этой программы, если честно, столько гостей, столько друзей у нас впервые собралось. Наверное, вы, мне кажется, очень хороший друг. Ну, это сегодня скажут, наверное, мои друзья. Единственное, что хочется сказать, что многие, наверное, бы хотели еще сюда прийти, и мне бы самому тоже хотелось еще многих увидеть, потому что есть люди, с которыми ты никогда и не подумал, чтобы расстаться, чтобы как-то не общаться. Таких людей много. Ну, не скажу, что их много, но все равно студия была бы побольше людей. Просто мне даже было неловко приглашать людей, потому что, может, заняты, может, не смогут сегодня подойти. И как-то человек на свои праздники всегда стесняется, как-то так кого-то еще потревожит. Я хочу сейчас пригласить в нашу студию человека, который сегодня с вами и работает. И она ваша студентка тоже была. Это Фатима Пагиева. Я благодарна ей за то, что она сегодня помогла нам устроить вам такой праздник. Добрый вечер, Фатима. Добрый вечер. Ну, тоже с цветами. Ну, конечно, как можно Мне к никогда артисту не без дарили цветов? в прямом эфире цветы. Ну вот и в прямом эфире. С юбилеем вам. Вас, Валерий Заурбекович, поздравляю. Фатима студентка первого курса набора, который был в университете. Первой студии? Первый курс
первый курс, который набрали, это вот Фатима с того курса. Ну, мы чуть позже об этом поговорим тоже. Мы- Потом коллега, Да. потом просто очень близкий человек для меня. Давайте чуть-чуть, немножечко уйдем в воспоминания, уйдем в тот период, когда вы попали в профессию. Было даже так, что вы сомневались и признавались себе, да и педагогу своему признались, что вам казалось, что вы не на своем месте. Да, было. А вот эти первые шаги, вообще кто помог вам? Был человек, да, актер, вы как-то смело подошли, попросились, я хочу стать Да. актером. Получается, что вы с детства хотели именно быть в С актерской детства, в профессии? те времена, ну, не такие далекие времена, но мы все помним, что стать артистом, это было, может быть, сложнее, чем стать космонавтом. Потому что вот в селе в основном, что было, телевизоров это не у всех было, это 75-й, 76-й, до 80-х годов. И мы в клубе в основном смотрели фильмы какие? Были советские фильмы, но по субботам, воскресеньям все время показывали индийские фильмы, притом двухсерийные. Каждую субботу. И мы, если там война, то мы идем на фильм. А если индийский фильм, то это, конечно, всей семьей и так далее. То есть билеты там невозможно было купить. Билет стоил 20 копеек. Как сегодня. И, естественно, мы никогда бы, я бы не подумал, потому что вот эти индийские красочные фильмы, ну как ты можешь стать таким артистом? Никогда даже в мыслях не было. Поэтому я как бы себя видел в перспективе, я физкультурой занимался хорошо. Ну, сельские ребята все как-то были подготовлены, я думал, или в агрономы пойду, или в военное училище. То есть это как бы так. Ну, скорее всего, я пошел в агрономы, потому что с детства огород, скотина, то есть то, что хорошо я знал, скажем так. Но так получилось, что даже после в 9 классе мне руководитель физкультуры и военного дела говорил, что он для меня сделает целевое направление Ленинградское военное училище. И как бы я с этим согласился, дома сказал, ну, военный так военный, у нас же Астин военный как-то, сауда-офицершка, приятно всегда. Но оказалось, что было это конец 9 класса, и Цаликову Майрбеку, заслуженному артисту Российской Федерации, одному из основателей Астинского театра, был юбилей, по-моему, 65 лет. И мы... Да, вы в школе отмечали В школе, юбилей, да. творческий вечер. Да, да, и мы подготовили спектакль по его пьесе. А он наш земляк. Ну, мы там, как играли, не знаю, наверное, не очень-то. И мы школьники 9 класс. сыграли. Сыграли, да. Я играл директора школы в пьесе. Это все было на сцене клуба нашего, а клуб и школа рядом. Они буквально между ними несколько метров. И после спектакля, ну, скажем так, после спектакля я подошел, говорю, Майрбек Курманович, я тоже хочу стать артистом. Он так погладил меня по голове, улыбнулся. Ну, это хорошее дело, сказал он. И все. И все. Но ведь потом вас пригласили, да? То есть Потом это- через год приезжает в школу машина, «Волга». Мы все видели, потому что как бы любая машина, которая заезжала, это видно было во двор. Заезжает машина, там вышли один незнакомый человек, и мы сразу узнали Майрбек Курмановича. Его невозможно было узнать, у него вот это лысина, все, то есть мы его знали. И водитель. И они зашли к директору. Ну, мы подумали так, из окна видим, говорю, наверное, опять спектакль привезу и так далее, и так далее. И нас позвали, 10 класс позвали к директору. И сказали, что в прошлом году была набрана Астинская студия, которая учится сейчас в Москве, и нужно туда добрать еще несколько человек. Есть ли желающие среди вас? Ну, как-то вот 3 ребят нас отобрали. Меня, Цаликов Ибрагим и Сукаев Чермен. И мы приехали в Астинский театр и пошли туры. А там было очень много народу на эти Но вы места. как сегодня вот считаете, все-таки он вам помог? Ну, конечно, скорее всего, помог. Но вы говорите, что тогда очень сложно было стать актером. В чем сложность была? Если видите, у вас было желание, вам помогли, вы стали актером. Но это желание как случайно получилось, потому что я бы после 10 класса не отдал документы никогда в театральный институт, потому что я знал, что я туда не поступлю. А здесь, наверное, то, что это была национальная студия. И дома бы меня не отпустили, потому что я был дома младший, и никто бы в 16 лет куда бы меня отпустили. Но то, что была там Астинская студия, это сыграло большую роль. То есть я не еду куда-то в Москву, а еду вот к ребятам, которые там учатся. И... Эдуард, тогда вы подключаетесь к разговору. Сегодня
проще стать актером, поступить на актерский факультет? Или все-таки тоже сложно? Подозреваю, что сложнее, легче, Легче. ввиду того, что в советские времена было буквально несколько вузов, которые занимались подготовкой актеров. Да. Вот. А вот сегодня дело обстоит так, что на Кавказе их 3 или 4 вуза, которые занимаются приемом на актерское отделение. То есть они имеют факультеты, кто факультет, даже есть институт Северокавказский в Нальчике. И все они занимаются приемом актеров. То есть сейчас, наверное, значительно проще. Потому что есть желание, есть, значит, талант какой-то, если ты его в себе чувствуешь, тогда можно смело идти И развивать его. и пытаться, во всяком случае. Если получится, то помогут развить педагоги. А вот если мы остановились на том, что вы поступили в студию, да, Щукинского училища, вот там было сомнение, почему Ну, оно появилось? Начну даже чуть раньше, когда я отсюда приехал в Москву летом на экзамены. Нас там встречали, по-моему, встречал из нашего курса, кто-то из ребят встречали, там они у нас встречали, в училище повели, туры прошли. Когда поняли, что мы поступили, для меня Кремль это был вот башня с часами, я думал, Брежнев там сидит. Но первое впечатление, я куда надо поехать? На Красную площадь. Как поехать? А вот, говорит, троллейбус 20 номер. И я сел на этот троллейбус и поехал. И я, может быть, неделю никак не мог понять, почему Кремль для все время была эта вот башня с часами, а это, оказывается, совершенно другое. Вот. Таким я приехал туда. И, конечно, было очень тяжело. Во-первых, второй курс надо было сдать экзамены и то, что первый курс проходили. То есть где-то месяца 2-3 я просто вот никак не мог понять. Ну, потом я включился, и когда я понял, куда я все-таки пришел, и когда уже увлекся и понял сложность всей этой профессии, это был, скорее всего, 3-й курс уже. Да. Да. Я подошел к нашему художественному руководителю, я помню, когда в фойе, и сказал, что я думаю, что мне надо уйти с этого учебного заведения, потому что я чувствую себя бездарным. Она меня обняла, конечно, там пошли слезы мои, потому что было... Самое обидное было, что... я не знаю, приехал бы я домой тогда, но вообще вот подстегивало всегда, приеду домой, если меня отчислят. Это можно было просто застрелиться. Да. От того стыда, что все уже знали, что я с села поступил в театральный институт, а театральный институт, вообще будучи, тогда авторитет много было для даже которые учатся. И вот мысль о том, что меня могут отчислить и приехать домой, это просто можно было покончить жизнь самоубийством. Настолько это было серьезно. И я подошел, и вот такая, потому что и это не знал. Может, дальше со всеми я не смогу что-то сделать. Ну и вот она меня очень поддержала, обняла меня. Потом даже я был вхож в ее дом. Хотя наша студия, все были вхожи в ее дом, но она спасла. И не только меня спасла, можно сказать. Она была у нас как мама. Поэтому сомневающих, наверное, бывает. На каком-то периоде учебы всегда бывает сомнения. И вот после этого я и в себя поверил, и как-то увлекся и режиссурой, и как бы... Все сложилось. У нас сегодня в студии ваша однокурсница Рита Балаева. Рита, спасибо, что вы сегодня пришли к нам. Рита, ну вот насколько бездарным был Валерий Заурбекович? Это, мне кажется, очень нормальное ощущение. Я вот... прошло уже более 40 лет, да, Валера? Какой 40? 20? Но мне кажется, что это очень нормально, сомневаться в своих каких-то возможностях, в своих способностях. На самом деле я скажу, что Валера обладает недюжинным талантом, потому что поступить сразу на второй курс, догнать всех, сдать все экзамены, которые мы до него целый год проходили, потом так хорошо, успешно вписаться, да, в курс, это, мне кажется, говорит о наличии очень большого таланта.
таланта. Ну и кроме того, вы все видите, какими внешними данными обладает Валерий Цариев. Это сразу стало, мне кажется, ну не знаю, каким-то, ну в общем, все училище, я говорю, а на самом деле там человек 300, не больше было. Потому что вот такие, они были компактные заведения театральные. И на самом деле, вот как Валера говорит, что пройти лучше, легче можно было стать космонавтом, чем артистом. Даже здесь, в Осетии, на одно место в осетинской студии поступало где-то в районе 50 человек. Вот в то время. Поэтому говорить о том, что Валера самый достойный из всех тех, кто, видимо, претендовал на это место, это чистейшая правда. Еще я расскажу о некоторых моментах совместной... О секретах не говорили. Нет, я хочу раскрыть один секрет. Можно сегодня, можно. Я не помню, на каком это курсе было, на 3-м или на 4-м. В Москву приехал из Парижа балет Мариса Бежара. Ну, вы все понимаете, что балет современный, и пусть это даже современный, но там все равно какие-то навыки классического танца предполагаются. И так получилось, что на границе, то ли не на границе, короче говоря, кардебалет Мариса Бежара в Советский Союз не пустили. И он вынужден был в Большом театре объявить набор претендентов, чтобы обучить их в быстром таком темпе, чтобы они станцевали на сцене Большого театра вместе с балетом. Что вы думаете? Валера был одним из тех, кто прошел вот это вот сито, и вместе с балетом Мариса Бежара успешно выступил на сцене Большого театра. Вот это... Так что секрет... Это я не знала. Ну вот если сказать о том, что все девочки училища, ну, может, если не все, то 70% девочек училища были в него влюблены, то это тоже будет чистейшая правда. Я нисколечко не совру. Ну, это, видимо, не секрет, это знает и супруга Валерия. И не ревнует. С этим приходится мириться. Мне кажется, Валера до сих пор вызывает вот при первой встрече трепет, особенно вот женщина, если впервые его видит. Ну, а если говорить о совместной работе, то у нас в дипломном спектакле, в одном из наших дипломных спектаклей «Ажау и Таймураж», мы вместе работали. Валера играл Таймураза, Вера Зангиева, одна наша однокурсница еще, которая теперь в Париже обитает, играла Ажау, а я играла подругу. Ну, у нас было очень много совместных сцен. И я вот это вот все время, хотя и не стала актрисой, но вспоминаю с очень большим удовольствием, а отношения с Валерой и с другими моими однокурсниками у нас сегодня, ну, просто родственные. Вот брата у меня нет, и все мои однокурсники, ребята, мои братья, вот прямо как родные. И нисколечко я не кривлю душой. И если нам сегодня даже по 60... то все равно, то все равно мы остаемся молодыми в душе, красивыми внешне. Это правда, да, правда. Во всяком случае, глядя на Валеру, это, можно сказать, со 100% уверенностью. Я желаю счастья и удачи в дальнейшем. Спасибо, спасибо большое. Ну вот... Ну, Рита поиграла на сцене Остинского театра. Ага. Не надо говорить, что она не стала актрисой. Она могла бы быть очень востребована в театре, но она вышла замуж и после этого не вернулась в театр. Так что я тоже твои секреты раскрою. Разное это пошло. Да, если пошли в этом направлении. Ну вот вы состоялись как актер, понятно. Вот как вы считаете, вот это... рефлексия, самокопание, самокритичность, вот оно сегодня, ну, необходимо в вашей профессии? Ну, конечно. Самое удивительное, что чем больше ты знаешь, тем больше кажется, что ты ничего не знаешь. Сейчас я, может быть, лет
там, в начале пути бы я не сомневался. Сейчас какие-то вещи человек очень сильно сомневается, правильно же ты это или неправильно. Имею в виду по профессии. Потому что вообще любая профессия, чем больше вникаешь, тем больше человек говорит то, что не все сделано, не все так. А вы сделали много. Ну, может быть, может. Сюрпризов сегодня будет много. Спасибо. Да. И я предлагаю сейчас послушать такое видео поздравления и потом продолжить. Дорогой Валера, мой юный друг, я тебя от всей души поздравляю с твоим великолепным юбилеем, становлением уже твердо на ноги, потому что 60 лет для кавказского мужчины – это только середина жизни. Ты достойно идешь по этой земле, гордо несешь имя сына своего народа, остинского, прекрасного. Ты знаешь, что наши республики, не дружба между ними началась не с нас с тобой, она началась гораздо раньше. И эту дружбу укрепляют не осетинские пироги и не кабардинские помидоры, а эту дружбу укрепляют такие люди, как ты, как твои предшественники, великие люди, которые творили на земле Алании. Дай Бог тебе здоровья, счастья и благополучия. Валерий Заурбекович, сюрприз. Сегодня к нам в студию не смог остаться в стороне Ахурбек Алиханович Магометов. Сегодня пришел к нам тоже. Добрый вечер. Ну, у нас появился факультет искусств. Благодаря Ахурбеку Алихановичу, но вы приняли участие тоже вот в этом деле. Ахурбек Алиханович, ну рассказывайте, как было? Очень трудно было открыть. Я хочу сказать, что вот крылатое выражение о том, что кадры решают все, в полной мере относится и к театру. И в свое время ответственную миссию подготовки работников, тружеников сцены взял на себя Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Хитагурова. В 1992 году мы открыли отделение изобразительного искусства, а затем в 1992 отделение актерского мастерства. Так мы назвали, да? И вот я хочу по секрету сказать, что к столетию нашего университета юбилей будем отмечать в 2019 году. В 2020 году. В 2020, сегодня же 19, поэтому году. И я пишу историю университета. Уже очень много сделано. И в том числе, значит, вот о том вопросе очень красивом, который мы обсуждали. И вот я вырвал. И я хочу, чтобы первым слушателем был именно вот наш... Тебе сколько лет? Не надо приписывать. Приписками надо заниматься. Значит, данное подразделение учебно-научной работы долгие годы возглавлял журналист-писатель, заслуженный работник культуры Российской Федерации профессор Борис Хозьев. Последние годы, значит, с факультетом руководит вот этот Эдуард. Хороший человек, Галазов. Эдуард Галазов, который более 30 лет уже посвятил культуре и искусству.
несмотря на то, что он еще такой молодой. Он покрасил волосы, поэтому так кажется. И вот, если позволите, я обращусь к тексту. Ну, еще буду редактировать, и тем не менее. Идея подготовки работников сцены принадлежит нашим талантливым мастерам Светлане Медоевой, Валерию Царьеву и работнику тогда местного телевидения Виталию Чельдеву, моему соседу. Дело в том, что в ректорские годы, это 16 лет и 7 месяцев, я всегда работал до позднего вечера, и как-то ко мне на огонек ни с того ни с сего заходят вот эти перечисленные мною мои друзья, мои младшие. И я, честно говоря, был удивлен, что их в такое время позвало сюда. Но когда мы начали разговор, то, оказывается, они пришли по очень серьезному вопросу. Валерий Царьев начал о том, что было бы неплохо, если бы университет приступил к подготовке актеров театра. Мы тогда только театра говорили. Слова кино еще не было, по-моему, да? Я не буду говорить, ты не бойся о том, что после мы пошли ко мне домой. Секретов сегодня открывается, хорошо. Да. И отметили рюмочкой горячего чая. Вот так вот было, да? Да. Было такое, да? И вот это предложение настолько меня вдохновило, что я сразу же, да, правда, не один, а с Валерой, Светлана Медоева и Виталий, они уже отошли как-то. Нам такая уже большая группа. Они оставались в группе поддержки, но рядом с нами не были. И сложновато было, очень сложно. Вопрос решался же в Москве, да? Да, вопрос решался в Москве. Москва, Ленинград, Петербург. Они не хотели отпускать в периферийные вузы, в такие, для чего нам это и так далее, как наш университет, такие специальности, как журналистика, как психология и особенно актерское мастерство. Но вроде бы все проходило хорошо. Я назову интересный факт, наверное, Валерий помнит. Здесь работала режиссером музыкального театра Консуэла Колева. Да. Помнишь, да? Да, ее нет уже. И я иду по коридору ГИТИСа и смотрю знакомое имя Консуэла, но фамилия еврейская. И тем не менее открываю дверь, я говорю, ну пусть и еврейка будет. Открываю дверь, и она увидела, мы обнялись, тем более мы жили, она жила вот напротив гостиницы «Кавказ», а я тоже, ты знаешь, где. И вроде бы все пошло хорошо. Потом Министерство культуры Российской Федерации тоже вроде бы нормально. Там тоже повезло. Захожу в кабинет, сидят женщины за столами. И когда я сказал, по какому вопросу, я тогда был еще очень робкий, молодой ректор, не такой наглый, каким потом был. Вот. И женщина говорит, ой, а мы с вами соседи, я из Нальчика. Тоже. Ну, а потом, когда уже в Министерстве культуры СССР, там, видимо, уже какие-то пошли, и главное, противостояние в учебно-методическом объединении театральных вузов, который возглавлял Владимир Аврамович Этуш. Все выступления, почти все выступления были против открытия этого отделения на заседании объединения. И, конечно, решающее слово за председателем. Да. И он очень интересно сказал. В 1942 году я защищал Моздок,
а сейчас я защищаю интересы Северо-Осетинского университета. О, хорошо. И, конечно, тогда все проголосовали, открылись. Первым заведующим отделением и кафедрой называли, мы отделением называли, был вот мой очень 35-летний сосед Валерий Царев, да. И вот я что пишу. Кроме того, что он талантливый исполнитель, оказался и глубокомыслящим педагогом. Заслуга Царева состоит еще и в том, что к подготовке молодого поколения тружеников сцены привлек народных артистов Российской Федерации Юрия Мирденова, Валерию Хугаеву, заслуженных артистов России. Тогда он еще не был, ну, Роберт не был еще заслуженным России, Марию Каталиеву, Христанову, народных артистов нашей республики Аллу Цгоеву, Тамару Кабанову, Зарифу Галазову и многих других. Кроме того, я хорошо помню, что ты очень часто приходил ко мне с предложениями пригласить из Москвы известных педагогов театральных вузов. И всегда же я шел навстречу. Несмотря на то, что это были очень кризисные времена, денег не было, значит, трудно было даже гостиницу определить наших гостей. И тем не менее, мы на это шли, чтобы и специальность, и отделение, и факультет крепче стояли на ногах. И вот я хочу напомнить, что когда-то Федор Достоевский говорил, что мы все вышли из гоголевской шинели. Помните, да? Так вот, из шинели вот сидящего рядом Валерия Царева вышли очень многие. И я хочу и сказать, и поблагодарить декана Эдуарда Галазова тоже за то, что он продолжает крепко держать те традиции, которые заложили мы вместе. Не будем скромничать, а мы заложили хорошие. Разве ни о чем не говорят о том, что сегодня воспитанники факультета, отделения, кафедры, Алан Албегов, являющийся теперь на твоем месте, теперь он, Гиви Валиев, Александр Битаров и другие. Нынче, честно, вот я честно говорю, да, я вернусь еще к тому, что против были и многие наши актеры, ты помнишь, да? 5 человек очень известных, которые влияли на общественное мнение, написали даже на меня, написали в Министерство культуры СССР, что вот для чего он открывает и так далее. Я не буду их называть, почти всех уже нет в живых. Вот. Но, это профессиональная ревность. Ревность. Ну вот когда я часто думаю, вот если бы мы тогда вот не сделали вот то, что сделали настолько красиво и хорошо, что было бы с нашими театрами? И с осетинским имени Балут Хапсаева, и с русским Вахтангова. Я часто общаюсь с Володей Уваровым, директором, и он не нахвалит наших ребят, которых мы им подарили. Короче говоря, могу уверенно сказать, что Валерий Царев является основателем очень нужной и ценной специальности. В истории. Не основателем театра осетинского, театра или театрального дела, но основателем вот этой специальности, без которой не может существовать
ни один театр. А да, кроме того, они же, многие же работают и в других учреждениях тоже, культурно-зрелищных учреждениях работают, и работают тоже хорошо. И не забывают о том, что они окончили наш факультет, не забывают о том, что у истоков этого факультета стоял наш очень уважаемый и ценный кадр. Валерий Александрович. Валерий Заурбекович, но вот когда появилась вот эта идея, вы были прям уверены, что получится? Ахрубек Алиханович такой, скажем, располагающий к себе человек. Я очень боялся идти к ректору, потому что ректор такого для меня, наш университет всегда был большим авторитетом, поэтому до того еще мы где-то встречались. Мы были хорошо знакомы. Да, ну как, я все равно стеснялся. Я тебя знал до того тоже как талантливого актера театра и кино. Да. Театра и кино. Но я очень стеснялся. Для меня Ахурбек всегда был авторитетом, поэтому я даже боялся даже, так скажем, да. Но как-то мы один раз поговорили, второй раз. И я уже был руководителем детского театра «Шаби», художественным руководителем. Я год поработал, и, может быть, и это тоже уверенность какой-то. И мы собрались, я со Светланой Медоевой говорил на эту тему, Виталием Чеддовым говорили. И мы вот пришли потому что перед тем, как пришли, мы очень долго, я сомневался, потому что я понимал, 90-е годы, тяжело. И я даже думал о том, что если человек, у нас же как маленькая республика, и вдруг мы Ахрубека Алихановича поставим в неловкую ситуацию, что он не может это сделать, а мы как-то так... Но мы когда пришли, и когда разговор пошел, вы не представляете, это такое было счастье, потому что в тот момент, когда была разруха, и мы понимали, что и Москву... Кто мог отпустить 90-е годы своего ребенка в Москву? Да никто. О чем мы говорим? И вдруг появилась такая ситуация. И как раз не было еще... Вот мы были, по-моему, самые молодые в театре. Вот в 90-х годах, после нашей студии, не помню. Но большая была нехватка артистов. Большая. Во всех театрах. И когда вот это случилось, и когда мы объявили первый набор, чуть ли не 20 человек было на одном месте. Да, да. Мы дали рекламу по всей республике. Мы вообще не были уверены, что кого-то примем. Но когда оказалось, что вот столько народу, тогда мы поняли, что это нужно для республики. И, конечно, это заслуга. Тут еще очень важно отметить, что мы набирали и русскую группу, осетинскую группу. Да. У нас еще была идея для Дегорского театра набрать. Хорошая была идея. Но южанцев успели. Южную Осетию успели. Южную Осетию успели, а Давид, Царство Небесное, Тимиряев почему-то не захотел. Хотя мы ему обещали, я ему говорил. Значит, они у тебя получают диплом университета, они получают зарплату, они получают кров, общежитие и так далее, и так далее. Ты помнишь, мы с ним говорили вместе, и он почему-то не захотел. Ну, я думаю, это было бы на благо и для Дегорского театра. Конечно. Ну вот, если вернуться в начало нашего разговора, Валерий Заурбекович, когда я спросила, сегодня легче стать актером, вот, наверное, поэтому и легче, потому что появился факультет искусств. Да. Спасибо вам за это. Я еще один момент хочу сказать. Старший и младший. Наверное, человек тоже, мы же говорим, с возрастом, что мы приобретаем. Отношение старших к младшему. Вот если бы тогда Ахрубек Алиханович так не обнял меня, не дал мне возможность реализовать, конечно, ничего бы не случилось. Потому что вот это доверие, я ночами не спал. И тот коллектив, который работал на кафедре, от того, что ректор нам доверил такую сложную ситуацию, мы просто
какие там выходные. То есть мы настолько относились честно и чисто к этому делу, что о зарплатах мы даже никогда о зарплатах не говорили. Никогда не было. Потому что любой вопрос, который я приходил к ректору, там даже остальные очень ревновали, остальные факультеты. Потому что Ахурбек Алиханович как-то особое внимание... Решал сразу. Да. Не было ни одного вопроса, чтобы он не решался. Поэтому даже ревность была к тому, что вот отношение ректора к этому факультету, к этому отделению. И поэтому, наверное, и получилось это дело. Сегодня мы можем смело сказать, вот Эдуард Юрьевич скажет, что дети, которые оттуда выходят, они на улице не остаются. Они сегодня в театрах, в кино, на телевидении. Ну, единственное, вы мне говорите, что мы вас не приняли, но мы это не помним. Меня не приняли. Мы это не помним. Вы просто опоздали с документами. И на каждой передаче Ахурбек Алиханович мы спорим с ним. Потому что такую девочку мы могли не Я принять. все помню. Давай поступай на вторую сцену. Спасибо. Спасибо вам большое. Ахурбек Алиханович, спасибо, что вы сегодня выкроили время, пришли, поздравили юбиляра. Мы вас отпускаем. Спасибо вам большое, что вы сегодня с нами, Дай в нашем Бог кругу. здоровья. Спасибо. Ирина, тебе спасибо большое вот за то, что делаешь эту передачу. Не случайно ты, наверное, получила звание заслуженного деятеля культуры республики. И то, что ты поддерживаешь и давно, и на том канале, когда Лани и здесь, культуру и искусство, это говорит о многом. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Но в нашем эфире есть еще одно поздравление от историка. Это министр. Ну, давайте посмотрим, послушаем пока. Внимание на экран. Мажинар Валерий Заурбекович. Мажинар Тхор. Зардягайден арфа канен дагурам бонафадал. Расуледен сад дагурат батта. Даважу надо мимо. Анализая нафат балажай. Бира ашка кутфасара яха марфадан. Дунешканак. Раттат. Да каштарта хурай. Бавшат. Хошдарден ватсаган. Да хота рарфа канзашты. Йодунай филдарданичи варжи ватсаган адунил. Амаша куфта хсама забахай пушант. Арфа гонду. Но вы со Сланом, как вас связала судьба? Вы друзья, да? Вообще во всем виновата не Залина, а Эдуард Юрьевич виноват. Ага. Потому что в 2005 году, в 2006 было, да? Пятом. В 2005 Эдуард Юрьевич был министром культуры. Да. Я тогда работал в Москве, в Минкульте России, в международном отделе. И мы знали друг друга с Эдиком, общались. Ну, не часто виделись. Я уже там был почти 6 лет. И по инициативе министра культуры Эдуарда Юрьевича я был приглашен сюда руководителем Остинского театра. И пошло, и поехало. Так, ну а со Сланом как вы познакомились? Но в это время Аслан был назначен генеральным директором Национального музея. И мы, естественно, встречались, общались. Но до того тоже, когда я еще был в университете, близко не были знакомы, но они же участвовали в КВН, и я знал, знаком был. Но вот так близко подружились, это вот когда я работал уже в театре, и мы встречались. И по сегодняшний день мы общаемся. Но давайте пока не ушли от темы Северо-Остинского госуниверситета. У нас есть еще один сюрприз. Это выпускница СОГУ первого курса. Сегодня она тоже не осталась в стороне. Пришла вас поздравить. Я приглашаю ее в студию. Анжела Касаева. Здравствуйте. Здравствуйте, Надя. Многое лето. Присаживайтесь, Анжела. Ну, что я могу сказать? Я благодарна судьбе, что в 1987 году, как это давно, я пришла в Народный театр Дворца металлургов. И, к моему счастью, руководителем этой студии оказался Таймураш. Я с удивлением, для меня это было большим открытием, мне было очень приятно. И тогда, после уже нашего общения, я поняла, что театр – это мое. Еще Валерий Заурбекович сказал, нужно учиться.
После этого на базе Дворца металлургов у нас создалась студия «Квадрат», где мы набрали тогда очень... Эрмик Бабаянц был в этой группе. И мы недавно вспоминали с Эрмиком. Я говорю, наверное, нет подвала, который мы за этот период не вычистили. Да, много-много подвалов мы почистили для нашей студии. Но, наверное, труд облагораживает. И искусство возникает тоже там, где есть совместное общение. И, конечно же, это было творчество. Это был Костя Коряев, это был Миша Акцоев, Эльбрус Ахполов. Это было настолько такой вот двигатель хороший, и было очень здорово. А когда уже открылся факультет, естественно, я, сломя голову, полетела подавать документы. Вот. Спасибо большое уже нашему папе, как мы потом его уже стали называть. Потому что он не просто дал профессию, возможность прикоснуться к профессии, но научилась самому главному. Как говорил он, искренне и чисто относиться к профессии, к ремеслу, которое было. И вот эта вот потребность все время творить и что-то открывать, это у нас, конечно, от нашего Валерия Заурбекова. Спасибо вам. Спасибо. Андрей, но вы тоже, да, у вас третий курс, третий выпуск. Третий набор. Я с Анжелой согласен. Нас, наверное, учили не только каким-то специальным предметом, да, актерскому мастерству и всему тому, что сопричастно, но, наверное, действительно в основном отношению и, ну, наверное, о Валерии Заурбековиче надо говорить очень-очень много, или вот каким-то одним всеобъемлющим словом, но я не претендую. Вы знаете, вот что я вынес? У него удивительное искусство сообщать вот, жизненную радость. Вот действительно, это же 90-е годы. И вот старшие товарищи тоже говорят, это было действительно страшное время, очень непростое. То есть, ну, как сказать, ценности менялись, вообще мир сходил с ума. И на фоне этого всего вот заходил Валерий Заурбекович и говорит, дети мои, все очень хорошо. И как бы, чтобы не, все очень хорошо, а дальше будет лучше. И мы открывали рты, как бы, ну и веришь ему, потому что он с такой искренностью говорил. И самое удивительное, что действительно становилось лучше и лучше. И, ну, во-первых, вот смотрите, ну, радоваться жизни, я помню, был случай, он как-то выходит, а мы вечером сидим, куда деваться студенту, да, денег нет, 90-е годы, как я уже сказал, золотая молодежь все разобрала, нам достается очень мало, а искусством сыт не будешь. И он говорит, вам скучно? Мы говорим, да, нам скучно. И он нашел какой-то повод нас накормить очередной раз, в общем, затащил к себе и говорил, что вот эта подготовка к капустнику и все такое. И встречи с ним всегда были удивительными, вот радостными. Но я хочу сказать, ведь дело же не только в радости. Вот знаете, почему, наверное, вставлю свои 5 копеек, почему сейчас не то чтобы труднее стать актером, ведь актером становится не только тот, кто поступил в театральное училище. Актером становятся на театральной площадке или на киноплощадке. И, ну, то есть каждый должен честно свой путь пройти. Для этого, и вот как в свое время молодой Валерий Царьев сказал, а вдруг я не гожусь? Вдруг, ведь это тоже честность какая-то. Ну, будем честны, да, в нашей профессии есть очень много людей, которые говорят, да не, никто не замечает, да все нормально. На самом деле они не понимают, что я это я, они думают, я талант. Ну, в общем, вот эту честность он нам тоже сообщал. Ну, просто посмотреть самому себе честно в глаза и поговорить с собою искренне. Вот, а ты правда готов вот ко всем тем вызовам в искусстве, которые есть? И потом нас судьба сталкивала много раз по профессии, и сейчас я работаю с ним рука об руку, чему я очень рад. И я не устаю удивляться тому, что он, как будто ему действительно лет 17-18, он все время бросает себе творческие вызовы и принимает их с открытым забралом. Я пробовал так же, но у меня получается хамовито, а он настолько доброжелательный человек, ну, я не знаю, что у него это все очень радостно. В общем, проще, легче, веселее, вот Станиславский когда-то завещал, надо будет вывести формулу Царева. Обязательно делать чести для учеников. Спасибо. Спасибо.
Да, в разделе «Актерское мастерство» есть такой раздел «Наблюдение». И тогда Андрей делал самое лучшее наблюдение Валерия Заурбековича. Это Ой, было можно, просто- а можно сейчас попросить немножечко? Ну вот, пожалуйста. Я не буду смотреть. Наблюдение. Очень не похоже, а во-вторых, Да. ну, получил я диплом благодаря этому. Но Андрей скромничает. Вы наверняка гордитесь своими студентами. И вообще следите за их судьбой? Конечно. Когда Эдуард пришел деканом факультета туда, ну, первое время мы все время общались, и через какое-то время Эдуард говорит: детки, дети, дети. Это было так приятно, потому что это невозможно. По-другому относиться к этим студентам невозможно, потому что мы же совершенно другая профессия, профессия жизни человеческого духа. Его невозможно никакими теоретическими навыками. То есть это практика, ты их видишь, слезы натуральные, их видишь, проблемы. Ну как можно было вот не любить? То есть они становятся твоими родными членами семьи. Поэтому эти детки, они остаются навсегда твоими детьми, и болеешь за них, переживаешь за них, и стараешься по жизни помочь им, если нужна твоя помощь. Поэтому вот сегодня я счастлив, что рядом студенты, которые пришли... Да, уже... Детка. И уже мне как-то неловко бывают какие-то вещи. Хотя внутреннее ощущение, вот Ги, как вот 17-летнему или к Фатиме, я все говорю, я помню эту вот пучеглазую, черненькую, 16-17 лет. Ну, уже так не скажешь. Но отношение осталось вот это детское, отцовское, я не знаю. Расскажите, вспомните вашу первую встречу. Да, конечно. Было, конечно, для всех открытием большим, когда появилась информация о факультете, о том, что это все открывается. И многие, видимо, люди, которые мечтали и понимали, что эти мечты никогда не сбудутся, вот именно в этот момент почувствовали, что есть такая возможность. И это происходило в Театре юного зрителя. Этот театр до сих пор ассоциируется с какими-то волшебными временами. Да, экзамены, приемные экзамены. То есть я был руководителем театра и заведовал кафедрой. Естественно, там был... Шаби. Да, в театре Шаби. И, конечно, в первый раз сначала встречаешься с людьми, которые обслуживают данное мероприятие, потом ты уже встречаешься с будущими своими сокурсниками, сокурсницами. И потом я увидела Валерия Заурбековича в зрительном зале, сидела комиссия, он сидел по центру, рядом с ним сидел всеми уважаемый Николай Саламов. Конечно, для нас Ацамаз Владимирович Макоев. Конечно, когда ты заходишь в зрительный зал и видишь таких людей, волей-неволей, конечно, перехватывает дух, потому что ты реально понимаешь, кто на тебя смотрит. И вот это была вот такая первая встреча, и очень запомнилась мне на всю жизнь. У нас даже, по-моему, у всего курса остались фотографии. Мы часто друг другу перекидываем эти фотографии. И что приятно, у нас вот разницы нет между курсами. У нас вот первые там 5-6 наборов, до сих пор мы общаемся друг с другом, мы встречаемся каждой весной обязательно. И вот эту любовь, которую Валерий Заурбекович передал нам всем, мы ее сохраняем и передаем дальше даже своим детям. Потому что вот сейчас мы говорим «папочка, детки». Это действительно было так. Дети мои, что вы делаете? Ну и всегда интересовало. Вот вы только что сказали, что интересуетесь ли вы до сих пор судьбой своих детей? Да, это так. Он интересуется, потому что, например, сколько мы вот разговариваем, он всегда за мной наблюдает, всегда о моих успехах или неудачах. Он знает обо всем. Он говорит: Фатима, все будет хорошо. Вот это мне всегда нравилось, что все будет хорошо, Фатима. И это хорошо, действительно, ты веришь, что это будет хорошо. Это вот как... Но при этом делаем практически шаги. Да, при этом мы... Ну, конечно, было мне волнительно еще первый раз, когда мы столкнулись уже на сцене. Я никогда не участвовала у вас в спектаклях.
намекаю вам тонко. Но мы встречались, Валерий Заурбекович меня приглашал. Он проводит очень много в нашей республике концертно-зрелищных мероприятий, государственных праздников. И он меня приглашал, и мне было всегда так интересно. Он такие вещи придумывает. Я уже думаю, что ничего уже нельзя придумать в нашем жанре, да, в концертной программе или что-то. Ничего. Он начинает придумывать. И вот его задумки всегда ты заражаешься и думаешь, могут же люди, почему же я не могу такое себе позволить и такое придумать? И вот эта любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к людям, просто к людям. Когда он за кулисами каждому уделит внимание, каждого погладит, и все думают, что только его он любит. Нету таких людей, которые сказали бы, что Валерий Заурбекович, ко мне как-то не так относишься. Всех он любит. И каждый может сказать особенной любовью. И вот эта любовь, она, конечно, на всех распространяется. И мне кажется, что это что-то уникальное. А может быть, в этом и есть секрет успеха Возможно. актера? Да. Да, любого творческого человека. Да, любовь. Да, спасибо. Да, Марина. Я так позавидовала, что почему я лет на 10 не младше, и мне не пришлось поучиться. Может быть, надо было в 3-й раз поступать. Было бы здорово. Фатима, я теперь поняла. Фатима режиссер моих всех концертов сольных. Проекта Кубады концертов тоже. Я теперь поняла, от кого ты набралась. Этого таланта, оказывается. Марина, вы знакомы с Валерием Заурбековичем давно? Вы были еще маленькой девочкой. Да, я не совсем уже маленькая девочка была, но я его помнила по фильмам. И когда я приходила в университет, некоторые девочки возмущались. Вот почему такой красивый мужчина, парень, играет отрицательную роль? Где-то в каком-то фильме, наверное, да, было? Да, вот. Конечно, я всегда тоже любовалась таким красивым человеком на сцене. Я очень хорошо запомнила его в спектакле «Ажаума Таймура Ажна», потому что мама там тоже принимала участие, озвучивала что-то. Я, естественно, бывало, приходила и с ней, и так смотрела. И, конечно, я сейчас уж слышала еще много того, чего я не знала о Валерии. И мне очень приятно, я всегда знала, что он позитивный человек, что он очень мягкий, добрый человек. И все то, что сейчас я услышала, это еще дополнило все мое представление, да, об этом человеке. И, конечно, еще хочу сказать очень такой важный момент. Это дружба Валеры с моим папой. Он всегда, конечно, его считал своим хорошим, достойным младшим другом. Я всегда слышала, как папа о нем отзывался, всегда видел, что это перспективный, достаточно творческий человек. И, конечно, Валер, я желаю тебе тоже такой прекрасный юбилей, чтобы еще много-много ты натворил, сотворил, и чтобы все мы радовались твоим успехам. Спасибо. Спасибо. Марина, раз вы вспомнили, сказали о фильме «Дезертир», я предлагаю сейчас фрагментик посмотреть. Внимание. Дорогой Сосо, как же ты допустил, чтобы 3 моих мальчиков на фронте убили? Почему разрешил, чтобы старшего в Сибирь сослали? Как же так, Сосо? Мама? Мама? Сынок! Суслан! Живой! Живой! Надо сказать, тише. Соседей разбудить. Тише. Пока ничего не говори. Почему? Ты же вернулся. Живой. Потом объясню, мама. Не понимаю. Я поднимусь на чердак. Скажи Лизе. Ну, иди.
уже похоронку на тебя получили. Поминки собирались справлять. Даже не верится. Ничего. Господи, они ведь чуть не убили тебя. Только не проговори, что я ранен. Как ты жила все это время? Каждый день ждала весточки от тебя. Ждать, наверное, еще труднее, чем быть там, на фронте. С Щукинского училища и стали работать в Остинском театре. Да? Но еще и была руководящая должность. Вы были художественным руководителем Остинского театра. Это было во время, когда Эдуард был на должности министра. Ну, знаете, вакансия на должность художественного руководителя на тот момент было сложно найти подходящего человека. Значит, была кандидатура Дзываева Анатолия Гавриловича. На тот момент он работал в театре Джигарханяна в Москве. Скажу прямо, изначально рассматривалась кандидатура именно его. Он приезжал сюда, мы с ним беседовали, значит, мы ходили с ним, скажем так, курирующим зампредом. Вот, он предлагал очень революционные какие-то вот вещи, которые, значит, сложно было претворить. И самое сложное это было то, что он не мог приехать на постоянное место жительства в Владикавказ. Он был очень занят, но как-то вот это вызвало какие-то определенные вопросы у всех, соответственно. Вот, и, значит, его кандидатура отпала. Потом вдруг, значит, с подачи, скажем прямо, Акима Лимбековича Салбеева, Валера уже к тому времени здесь не жил какое-то время. Я знал, что он работает в Министерстве культуры Российской Федерации. Не было никакой уверенности, что он это оставит и приедет сюда. Вот. Но, значит, Аким сказал, что он с ним предварительно переговорил, и он как бы не против. Значит, для того, чтобы он окончательно согласился, мы пригласили его сюда. Вот. Он согласился, к счастью. Вот. И на момент его назначения он уже был готов и составил репертуарную политику. Не просто план, а просматривал уже репертуарную политику, что для театра академического, национального, это очень важно. Очень важно. Потому что в театре такого уровня, скажем так, она необходима на самом деле. То есть он был готов заниматься серьезным, так скажем так, искусством театральным для того, чтобы не опускаться на уровень зрителя и каких-то бытовых там постановок, но как бы ставить и классику, и мировую, и, значит, российскую, национальную, для того, чтобы как-то вытягивать зрителя на уровень определенный. С этим были определенные проблемы, но полагаю, что все об этом знают. Поэтому Валерий Заурбекович очень осмысленно, творчески, бесконфликтно, что тоже было очень важно, стал руководить нашим национальным театром, и это вызывало приятие у всех. Я думаю, что в первую очередь коллектива. Много было, значит, пожеланий, благодарностей даже в мой адрес, потому что, значит, появилась кандидатура Валерия Заурбековича, и он уверенной рукой повел театр вперед. А насколько это было сложно, во-первых, и потом, когда творческий человек, ну, занимает уже такие должности, да, когда он руководит, он, наверное, забывает, ну, о творчестве. Он уже не в творчестве. Ну, как не в творчестве? Он не работает как актер, не ставит спектакли. Вот что для вас ближе?
Ну, здесь мне легче было, потому что был Легче? директор. Директор был Махар Кукоев, тоже номенклатура, министр назначили. Поэтому вот хозяйственные какие-то вопросы полностью ушли к директору. И у меня была такая возможность заниматься творчеством. Только творчеством. И это, конечно, было очень приятно. А я, наверное, тоже соскучился тогда. На самом деле, вот сколько лет, 6 лет я был в Москве. Но все равно, кто один раз бывает на сцене, потом очень трудно выбить это из души. И, конечно, я хотел вернуться домой. Я хотел в театр. 2 месяца, кстати, мы ждали. 2 месяца переговаривались. Не сразу я приехал. Я на самом деле очень боялся. Но учитывая, что, во-первых, мои однокурсники, при том, когда я из театра уходил, я помнил, что я уходил хорошо. То есть не было этого каких-то проблем, у меня не было в коллективе каких-то, скажем, врагов, так скажем, да. Я из театра ушел Куда? Руководителем детско-юношеского театра тогда. Потом ушел на кафедру. А из кафедры уже уехал в Москву. Но все время что-то я делал в театре, то есть я общался с людьми, и самые теплые, хорошие отношения. И вот это как-то мне помогло, потому что я знал. Хугаев передо мной, он болел, да, года 2-3 болел Хугаев, потом, Царство Небесное, он ушел, и временно там Мадина Плеева исполняла обязанности. То есть я понимал ситуацию. Если 2-3 года театр нету конкретного руководителя, конечно, любой творческий организм, наверное, проблем бывает. Но я был уверен, что министр меня поддерживает, это было, конечно, самое главное, и знал, что в коллективе есть люди, которые меня поймут. В первом собрании мы уже определили репертуар на 3 года. На 3 года. Приблизительный репертуар на 3 года. И в творческом коллективе главное что? Это репертуар, особенно в театре. Направление театра. Спасибо. Спасибо. Георгий, но вы же тоже в Остинском театре вместе работали, да? Потом еще и открывали театр Беслани, насколько мне известно. Да. У нас с Заурбековичем у нас такая действительно дружба, когда Заурбекович это старший, когда наставник, а я молодой и рядом. Вот сейчас мы тоже так сидим, что нас так и посадили. Говорит, Заурбекович, Каштырта Галиев. Вот, и вот нас связывает, вот говорят, что в театре что? Репертуар. А я говорю, в театре главное, это, конечно, байки театральные. И нас с Заурбековичем тоже связывает театральные байки. Да? Это молодой актер, первые гастроли в Цхимвале. Мне думается, что я еще первый раз вышел на сцену, где Заурбекович играет Таймураза, Фадишон. Вот я первый раз на сцене, Жахтон, я буду артистом, вот я здесь, на сцене, все. И за кулисами я должен дружить с актерами. Ну, конечно, меня Заурбекович тоже поддержал. Мне стало так, знаешь, как по-свойски я уже стал актером, да. Вот, и такие байки шли, говорит, этот проклятый Царьев увез меня в ущелье смерти. Вот такие были, да, было такое, было. А вот, это байки, которые у нас в театре, конечно, до сих пор все помнят. И как баранов угнали, да? Как баранов угнали, да. Хороший, Георгий очень такой. А расскажите эту историю, пожалуйста. Ну, история длинная, но я другую историю расскажу. Молодые пришли, все, но он всегда обаятельный, просто, и мы, ребята, его очень всегда рядом, старшие. И перед выходом, когда там овец отогнали, за кулисами ему заговорили текст. И когда он на сцену вышел, он забыл, что нужно было сказать. И, по-моему, вместо Остинского он сказал по-русски. По-русски. Вышел на сцену, выбежал, Фадиш хор рядом. И вместо того сказать, что он съел-то на бурштеймана на фоже зугатар, то я как бы, ну, в тему сказал. Ребята, там такое творится. И после этого, когда идет спектакль, это перед моим выходом шел Шимд. И Заурбекович тоже танцует в Шимде, разворачивается ко мне, а я за кулисами стою, хочу выйти, когда вот готовлюсь, он говорит, что там творится, эй? Вот так меня подкалывали, такой молодой артист, молодого. Заурбековича у нас, знаете, как вот, он смотрит так сдалека, наблюдает, как вы сказали, за своими детьми, и благодаря Заурбековичу я тоже попал в университет учиться. До этого закончил актерское училище искусств, и
так получилось, что Заурбекович предложил мне попробовать и в режиссуре. Ну, попробовал, режиссером таким не стал, но телевизионные проекты тоже благодаря Заурбековичу. Еще одно я могу сказать. КВН существовал в Северостинском госуниверситете тоже с рук, можно с сердца Заурбековича. Почему? Я могу объяснить. Студенты туда-сюда ходят по этим, по коридору, шатаются. Тут появляется Царьев. Вот Царьев идет, Царьев. Мы оттуда убегаем, забегаем в какую-то аудиторию. Тут заходит Царьев, говорит так: ты, иди сюда. Ты тоже, иди сюда. И Ходов, я, Датьев, Чекоев, Валера. И еще вот товарищ тоже был в КВН, мой брат даже. Биля. Вот, и он собрал нас, говорит, пойдемте. Куда, говорит, вот набирают, говорит, команду КВН, и надо, говорит, помочь университету. Какой КВН? Мы же не знаем, что такое КВН. Пойдем. Привел нас и, представил нас, и вот началась такая дружба, там Карен Дацеев, Цуцев, Аслан Аркадьевич, капитан наш. Вот с тех пор, мы тоже стали КВНщиками. И после этого даже в пирамиде, то есть Владикавказский спасатель, это мы, старики. После этого тоже и многие наши студенты участвовали, и в пирамиде тоже. Так что, можно сказать, благодаря Царьеву в СОГУ появился КВН. Спасибо вам. Вообще такая способность Валерия Заурбековича просто, мне кажется, видеть людей насквозь. Этому в КВН, этому в театр. Да, вот у него есть идеи, всегда бывают идеи. Ну вот откуда вот эта идея появилась в Беслане открыть театр? Он говорит, так, камде, давайма. Пошли, начали устав, поехали к Майрбегу, да? Да. И вот началось вот это такое вот тоже. Но мы только один спектакль сделали, потом его пригласили. Это было сколько лет тому назад, 8. Сейчас обязательно есть программа в районах, в муниципальных округах открывать полупрофессиональные театральные коллективы. Да. Представляете? А мы опередили просто время. Тогда еще не было. Так что... Спасибо вам. Спасибо. Но я предлагаю посмотреть еще несколько поздравлений. Для вас сегодня видеопоздравления прислали не из нашей республики, из соседних республик. Здравствуй, мой брат. Валера, дорогой. Это была первая фраза твоя, когда я тебя узнал. Твой звонок я помню, и мы с этих пор с тобой побратались и до сих пор относимся друг к другу как брат. Я от всей души поздравляю тебя с твоим 6-0, как мне вчера Георгий сказал. На 5-0 я был. От всей души поздравляю тебя. Желаю здоровья, еще раз здоровья. И чтобы все у тебя сбылось во всех твоих начинаниях. Дорогой Валера, разреши поздравить тебя от имени Государственного гастрольно-концертного учреждения Бацмурова. От себя лично с юбилеем. Ты очень много делал для укрепления сотрудничества между Таджикистаном и Осетией в области культуры и искусства. Желаю тебе удачи во всем. Спасибо тебе. Վալեր Աշտերբուզնիկ դեսախն իրոն կայդա 30 կերակրտը նա կեվասիրստոն նա դու դրան Աշտերբուզնիկ ալխատակա կանակեսն շունամ խորտան Անդեմ շամայնամ համ театра Савара и спектакль. Кеттефенде Орхол, Кеттефенде Шекспир. Ну вот у нас сегодня в нашем кругу есть молодая поэтесса Басиева Залина. Но ей тоже есть что рассказать. То есть, Валерий Заурбекович, вы у нас в поэзии тоже сильны? Пока нет. Залина, рассказывайте, что вас связывает. Я вот послушала всех и поняла, что я человек, который меньше всего знает Валерия Заурбековича. Да? Мы знакомы чуть больше года.
Конечно, я вам всем завидую, что вы столько времени его знаете и столько общались. Но я за то время, мы с ним познакомились по работе, и потом как-то наши отношения вот перешли именно в творческие отношения. И я хочу сказать, что за эти 1,5 года я от него столько узнала, что, наверное, за всю жизнь столько не узнавала ни в школе, ни в университете, когда училась. Во-первых, он умеет сочинять стихотворения, чтобы вы знали. Открою секрет. У него есть задатки вот эти именно творческие в плане поэзии. И мы за последнее время с ним совместно написали несколько таких произведений серьезных. Именно с его помощи, с его подачи даже были эти темы. Если бы не было его, этих произведений тоже бы не было. Я на многое уже смотрю другими глазами. Если раньше я как-то больше в стихотворениях были мои собственные чувства, то сейчас они у меня именно какие-то образы там серьезные. И я очень благодарна Валерию Заурбековичу за это, потому что я вообще считаю, что он, наверное, самый порядочный, светлый и добрый человек из всех, вот, кого я знаю, с кем я была знакома. И я у него очень многому научилась. В первую очередь это, наверное, творить добро именно ради добра и не ждать никакой благодарности за это. И, во-вторых, это относиться к людям более терпимо. Вот у него есть такая черта, что он до этого как-то я слышала, Эдуард Дауров тоже об этом говорил, что у него есть такая черта, вот он даже, кто-то ему что-то сделал неприятно, и ему может найти оправдание, почему он так сделал. Он всегда ставит себя на его место, да, и вот оправдывает. Он дает этому человеку шанс быть не таким нехорошим, да, вот в своих же глазах. И это, я думаю, что это не каждому дано, и я действительно у него учусь. Вот я думаю, что я как-то тоже, может, немного поменялась в лучшую сторону благодаря ему. И хотелось бы еще закончить свой монолог словами стихотворения Бродского. Немножко я его переиначу. «Я счастлива за тех, которым с тобой может быть по пути». Вот Валерий Заурбекович, извините, что на «ты», но это не я, это Бродский. Спасибо. Спасибо. Ну, здесь, конечно, Залина преувеличивает. А здесь ситуация какая? Наверное, я тоже соскучился по сцене, может, по спектаклям, может, по постановкам, да. И я читал ее стихи, пока я не был знаком. Потом Залина начала работать в Министерстве культуры. Естественно, мы там начали встречаться, общаться и так далее, и так далее. И я понимал, что у этого человека есть огромный потенциал, то есть талант к этому. Но не хватает разбора драматургического характера. И мы начали на эту тему как-то говорить, и я думаю, что многим, наверное, поэтам, и не только поэтам, надо знать школу по системе Станиславского. Ничего не меняется, что в поэзии, что в драматургии, что в литературе. Поэтому, если моя помощь как-то так повлияла на ваше творчество, да, тогда я очень счастлив. Сказали же, вы написали первое произведение. Ну, громко сказано, написано, но то, что творит она, это очень хорошо. Можно Да, его все-таки, да? Да, Марин. А вы знаете, что Валера еще поет хорошо? И, кстати, немножко забегу вперед. Скоро мы вам... Дуэт все-таки. Все секреты сегодня узнали. Вечер секретов. Да. У нас в планах творческие проекты. Значит, мы сейчас занимаемся именно стихотворениями, но у нас в планах, естественно, и поэмы, и даже о пьесах мы подумываем, так что я думаю, что помощь Валерия Заурбековича мне очень понадобится. Нам нужны молодые драматурги. Да. Спасибо. Народная артистка нашей республики Залина Дзахоева тоже сегодня вместе с нами. Да. Залина, вам слово. Но вы и дружите, и работаете вместе, Залина сотрудничаете. самая вот... Да, любимая певица. Дима, опять самая-самая. Да. Ну, я не могу вспомнить, когда мы с Валерой познакомились. Ну, наверняка это были какие-то концерты, площадки, какие-то такие культурные мероприятия. Но, слава богу, постепенно это знакомство переросло в дружбу, чем я очень горжусь, я очень дорожу нашей дружбой. И в Валере такие качества, которые я
очень люблю в людях доброжелательность, как сказал Андрей, я сразу обратила на это внимание. Это крайне редкое качество, мне кажется, потому что это не к отдельным людям, к близким, это мы все, дай бог, доброжелательны, но в большинстве, в общем-то, я не видела людей, о которых бы он сказал плохо или как-то. В общем, доброжелательность безграничная. И, конечно, он профессионал. Вот недавно, не могу не сказать, Залина тоже была в это время там, День остинского языка, мероприятие было на площади Ленина. И между двумя блоками был небольшой перерыв, и мы так стояли небольшой группой, и кто-то обронил слово «театр». Не помню даже, в каком контексте это было. Но Валера начал говорить. Мы забыли обо всем. У меня вообще рот открыт, по-моему, был. Я внимала. Он настолько хорошо знает это, и видно, что он этим живет. Он так конкретно нам расписал вообще функции театральные, что там должно быть, как должно быть. И притом это было... Ну, вы же понимаете, в такой ситуации, в такой компании, абсолютно без всякого пафоса. Но было видно, какой он профессионал. И это, конечно, очень подкупает. Я вообще думаю, что каждый человек должен хотя бы одно дело в жизни делать профессионально. Все остальное как получится. Спасибо. Валерий Заурбекович, ну вы сегодня в возрасте зрелости, вы нашли себя и на новом интересном поприще. Это Центр Фарн. Да, Дом народного творчества. Так. И сегодня у нас в студии тоже ваша сотрудница Доля. Доля, да. Да, Доля, пожалуйста, ну вам слово. Какой руководитель у вас? Ну, уже трудно что-либо добавить к сказанному выше. Сплошные комплименты, но я могу только это подтвердить, потому что мы действительно довольно давно знакомы с Валерием Заурбековичем, с тех пор, как он стал руководителем детского театра «Шаби». И периодически, поскольку мы оба работаем в культуре, все это время пересекались по разным проектам, по разным делам, городам и весям. И я могу только подтвердить все то хорошее, что... Я бы и рада хочу ложку дегтя бросить, но, к сожалению, никак не могу ее найти. В эту бочку меда никак не получается. Я действительно уважаю его очень как руководителя и как хорошего человека. Я на этом убедилась за много лет работы совместной нашей в Доме народного творчества. Я просто вот иногда даже сочувствую ему. Такие нагрузки на него выпадают огромные, и как на руководителя, и как на режиссера, и как на человека, который занимается организацией огромного количества мероприятий, самых разных, от самого высокого международного уровня до самого простого на уровне коллектива. И я вижу, я удивляюсь всегда, как ему удается с этим справляться. Причем, вот как говорят, оставаясь при этом очень доброжелательным и не держащим на сердце никакого камня человеком. Да сарам бомбира, Валерий Заурбекович. Спасибо тебе большое. К себе, пожалуйста. Я об этом подумаю. Думаем. Мы тебе так украшать будем все твои праздники, Никаких Валерий. проблем. Ты не обещал, между прочим. Валерий Заурбекович, ну вот столько красивых слов сегодня было сказано. Я вот добавлю, пусть любая сфера деятельности приносит вам только удовольствие. И пусть к следующему юбилею добавляется, кроме мудрости, опыта, еще много-много любви зрителей. Спасибо вам большое. С юбилеем! Спасибо. Как уже было определено выше Ахурбеком Алихановичем, значит, Валерию Заурбековичу 35, а мы с ним познакомились за 2 года до его рождения. Вот, и, ну, особенно близко стали общаться, конечно, уже после 2005 года. Да. Я очень признателен, вот просто как друг, за то, что он есть такой. Несколько лет назад на Первом канале 9 мая, ну, как обычно, там программа «Доброе утро», в гостях у программы на передаче был Игорь Баринов. Есть такой актер. И, как выяснилось, значит, он должен был поздравить ветеранов с праздником. И выяснилось, что он ребенок войны. И он так проникновенно, он говорил о ветеранах, он говорил о пережитых, значит, в детстве сложностях,
И под конец ему предоставили, ну, через все раз, очередной раз слово, и он сказал: дорогие ветераны, живите долго, это нужно мне. Живи долго, это нужно нам. Любите и будьте любимы, и оставайтесь в своем кругу с теми, с кем вам интересно. До встречи. Спасибо. Так, давайте.